Привет! Это пятый эпизод из плейлиста о основах Roblox Studio. Я Хронет, и в этом выпуске мы поговорим о свойствах объектов более углубленно. В предыдущем эпизоде мы поговорили о том, что такое переменная, для чего она нужна и как ее создавать в скрипте. Если вы не смотрели предыдущую часть, я настоятельно рекомендую сделать это, так как она содержит важную информацию для лучшего понимания сегодняшней темы. Итак, перейдем к выпуску. Но перед началом выпуска я хочу порекомендовать подписаться на мой Telegram. Там я выкладываю полезную информацию о будущих роликах, эксклюзивные скрипты и отвечаю на некоторые ваши вопросы. Ссылка на него будет в описании. Для начала напомню вам, что же такое свойство. На протяжении предыдущих эпизодов мы меняли различные свойства объектов в окошке Properties. И если мы нажмем на одну из деталей, она выделится, а в этом окошке появится куча ее настроек, атрибутов, свойств и тому подобных строк. Как мы помним, каждая из них имеет свое название и свой тип данных. Эти свойства мы можем менять, чтобы в реальном времени увидеть изменения на выделенные нами детали. Например, если мы поменяем свойство Brick Color на красный, то и деталь в игре станет такого же цвета. Итак, все это мы можем делать внутри студии, в этом окошке. Но что если я вам сказал, что вы можете на самом деле менять эти свойства и с помощью скриптов, в тот момент, когда вы уже играете в Place? С помощью окошка свойств мы можем менять свойства лишь когда мы внутри студии, до момента того, когда игра запущена. Но если мы сделаем это в скрипте, то мы сможем поменять свойства в любой момент, даже когда игра уже работает. И именно поэтому для изменения свойств важно использовать еще и скрипты. Итак, теперь же попробуем поработать со свойствами внутри скриптов. Для начала я верну нашу деталь в исходное состояние. Для этого можно использовать очень полезную горячую клавишу, состоящую из двух кнопок Ctrl и Z. Если нажать их одновременно, мы сможем отменить любое последнее изменение. Она работает как со свойствами объектов, так и с изменениями в скриптах. Итак, попробуем это и увидим, что цвет детали стал исходным. Кстати, есть еще одна горячая клавиша, которая является обратной для этой. Это Ctrl плюс Y. Она, в свою очередь, применяет последнее действие. То есть, например, вы нажали Ctrl-Z, но все-таки передумали и хотите вернуть изменения. С этим поможет именно Ctrl плюс Y. Еще вместо горячих клавиш можно нажимать вот эти две стрелочки сверху. Влево это отменить, а вправо применить изменения. Но на практике легче выучить комбинацию клавиш, а не каждый раз переводить взгляд на верхнюю панель. А теперь вернемся к теме видео. Так же, как в прошлом эпизоде, отключим скрипт, который к нему относится. Нажмем на этот скрипт, и возле свойства Enabled уберем галочку. Теперь нажмем на плюсик у Workspace и вновь добавим скрипт. Кстати, так как мы уже несколько раз добавляли его, Roblox автоматически закинул скрипт в категорию часто используемый, поэтому мы можем сразу добавить его в игру. Это работает с любыми объектами, которые вы часто добавляете в Explorer. Переименуем наш скрипт и назовем его свойства. Очистим все, что есть в скрипте, и теперь поговорим о важном моменте. Чтобы изменить свойства какого-либо объекта, нам нужно найти конкретно этот объект внутри игры. Он может быть внутри Workspace, но может быть и в любом другом месте игры. Но для упрощения в этот раз мы будем находить вот эту большую деталь Baseplate, на которой мы на протяжении 4 выпусков изучали студию. Она находится внутри Workspace, и мы попробуем изменить ее свойства внутри нашего скрипта. Итак, для этого нам нужно действительно найти эту деталь в скрипте, перед тем, как мы сможем изменить ее свойства. Тут нужно вспомнить самый первый выпуск, в котором я рассказывал про иерархическую структуру Explorer, в которой мы начинаем с игры, которая состоит из вот этого большого количества папок, или же по-правильному сервисов. Затем мы находим, что внутри каждой из этих папок, чтобы потом найти объект, который нам нужен. Итак, для этого вернемся в наш скрипт, и для начала нам нужно указать саму модель игры. Полностью нижним регистром мы напишем слово Game, которое выделится голубым цветом, которое поможет нам понять, что это именно дата модель игры. Для того, чтобы попасть внутрь этой иерархии, мы разделим каждый объект с помощью периода или же обычной точки. После этого мы укажем название папки, которую ищем, а именно Workspace. Теперь, если мы хотим попасть внутрь именно уже Workspace, мы опять ставим период. И теперь мы уже будем искать нашу Baseplate с помощью ее названия, поэтому просто пишем Baseplate. Именно так мы и находим любые объекты в нашей игре. Мы указываем дату модель игры и потом проходимся по каждому ее уровню, выбирая нужный нам объект. Теперь же нам нужно выбрать требуемые свойства этого объекта. Для этого выберем Baseplate внутри Explorer и опять же увидим свойства детали. Выберем, например, свойство Transparency. Вернемся в скрипт и вновь добавим период после слова Baseplate и напишем название свойства Transparency. Теперь, если мы хотим изменить его значение на что-то другое, мы напишем знак равно и какое-либо значение для правой ячейки. Напишем сюда значение, например, 0,9. Именно так мы и меняем свойства различных объектов внутри игры. Теперь, если мы вернемся к вкладке игры и нажмем синий треугольничек, чтобы протестировать ее, то в игре мы увидим, что наш пол стал почти полностью прозрачным, в отличие от того, что мы увидели в студии. Потому что как только мы зашли, этот скрипт вызвался и изменил свойство Transparency на 0,9. Если мы нажмем кнопку Stop, то мы увидим, что Baseplate снова стал обычным, потому что эти изменения происходят только когда игра запущена. Именно так мы и поменяли одно из свойств детали. Мы можем поменять еще одно, сделав то же самое, как в предыдущий раз. Еще раз находим Baseplate, вводя во второй строчке game.workspace.baseplate. Например, поменяем материал детали, написав .material, знак равно и выберем один из материалов. Их на самом деле достаточно много, поэтому посмотрим их список. Чтобы увидеть этот список, перейдем в свойство material детали и раскроем его.
Мы можем выбрать любой материал. Для примера я выберу материал асфальт. Чтобы изменить это свойство в скрипте, мы в двойных кавычках, так как это текстовое значение, впишем асфальт. А также поменяем свойство transparency на 0,1, чтобы было видно изменение материала. Теперь запустим игру и увидим изменение материала и прозрачности детали. Именно так мы меняем различные свойства деталей в скрипте. Теперь мы можем сделать этот код более читаемым, добавив переменную, которая будет являться путем к нашей детали. Для этого мы добавим две строки сверху в начале скрипта, чтобы добавить референс к baseplate. Для этого напишем local baseplate. Тут важно упомянуть вновь, что переменную можно назвать как угодно. Далее ставим знак равно и приписываем тот путь до baseplate, который мы написали ниже. game.workspace.baseplate. И теперь мы можем заменить в строках ниже референс детали только одним названием нашей переменной. Для этого я выделю каждый из референсов и просто заменю их на переменную. И если мы запустим, то увидим, что ничего не изменится при запуске игры. Все так же материал станет асфальтом, прозрачность будет на значении 0,1. Теперь изменим еще одно свойство, чтобы отразить все типы данных из третьего выпуска. Выберем свойство Cache Shadow. Так как мы добавили переменную, просто напишем ее название. Поставим период и напишем название свойства Cache Shadow. Добавим знак равно и, наконец, для ее значения укажем false. К сожалению, мы не сможем особо увидеть, сработало это свойство или нет, так как его видно только под нашей деталью baseplate. Поэтому смысла тестировать игру нет. А теперь перейдем к выводам эпизода. В ее рамках мы разобрали, как находить объект в игре с помощью скрипта, как изменять его свойства, когда срабатывает скрипт, и еще несколько важных вещей. Теперь о сегодняшнем домашнем задании. Я хочу, чтобы ты поменял больше различных свойств для baseplate. Или для любой другой детали, которую ты создал в рамках предыдущих 4 эпизодов. Только не забудь поменять название детали и уже потом делать референс для нее. И после того, как выполнишь домашнее задание, скопируй свой код и вставь его в комментарии, чтобы другие люди могли увидеть, что ты делаешь в рамках выпуска. Конечно, если ты этого хочешь. А на этом все для сегодняшнего выпуска, и увидимся в следующей части этого плейлиста.